Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Продолжаем тему жатты септік, как и обещали. Итак, сегодня 13-й урок. Жатты септік 2. Местный падеж. Сұрақтары, вопросы: қашан, когда. Жалғаулары: да, де, да, те. Как вы видите, окончания остаются те же, но вопрос другой. Сегодня мы будем работать с вопросом когда, қашан. Итак, на экране мы видим дни недели и времена года. Дни недели здесь даны с понедельника по воскресенье. Они стоят в именительном падеже атау септік. Сейчас мы будем добавлять к ним окончание местного падежа. Итак, как всегда, окончания добавляются по закону сингармонизма. Здесь в основном мягкие слова, только одно слово твердое. Поэтому у нас тут только два окончания, и они все оканчиваются на гласные, поэтому окончания начинаются со звонкого согласного «д». Итак, давайте начнем добавлять окончания. Дүйсенбі слово мягкое, поэтому подбираем мягкое окончание. Дүйсенбіде. Сейсенбіде. Сәрсенбіде. Бейсенбіде. Жұмада. Сенбіде. Жексенбіде. Теперь переводим. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Если без окончаний они отвечали на вопрос «что?», теперь, когда добавлены окончания, они отвечают на вопрос «когда?». Если посмотреть на это с позиции русского языка, окончания выполняют сразу две функции – роль и предлога, и окончания. Переходим ко временам года. Жыл мезгілдері времена года. Қыс, зима, көктем, весна, жаз, лето, күз, осень. Итак, добавляем окончание. Қыста. Слово твердое. Оканчивается на глухой согласный. По принципу подобное притягивает подобное. Мы подобрали окончание, которое начинается с глухого согласного. Көктемде слово мягкое, мягкое окончание. Жазда слово твердое, твердое окончание. И күзде. Давайте переведем. Қыста зимой, көктемде весной, жазда летом, күзде осенью. На экране мы видим названия месяцев. Они все стоят в атау септік. Сейчас мы их переделаем. Если они сейчас отвечают на вопрос «не», «что», то они сейчас после добавления окончания будут отвечать на вопрос «когда», «қашан». Итак, добавляем окончание. Қаңтарда, ақпанда, наурызда, сәуірде, мамырда, маусымда, шілдеде, мягкое слово, тамызда, қыркүйекте, қазанда, қарашада, желтоқсанда. Итак, қаңтарда в январе, ақпанда в феврале, наурызда в марте, сәуірде в апреле, мамырда в мае, маусымда в июне, шілдеде в июле, тамызда в августе, қыркүйекте в сентябре, қазанда в октябре, қарашада в ноябре, желтоқсанда в декабре. Как только мы добавляем окончание жатты септік, они автоматически будут отвечать на вопрос «қашан». Тут мы видим примеры употребления жатты септік в речи. Мысалдар, примеры. Сенің туған күнің қашан? Қыста. Қай айда? Ақпанда. Ал сенің туған күнің қашан? Менің туған күнім сәуірде. Когда у тебя день рождения? Зимой. В
В каком месяце? В феврале. А у тебя когда? Мой день рождения в апреле. Сенің оқуың қашан басталады? Дүйсенбіде. Когда начинается твоя учеба? В понедельник. Завершая данный урок, можно сделать вывод, что окончание жатсептік да, де, та, те, присоединяясь к словам, обозначающим дни недели, месяцы, времена года, отвечают на вопрос «кашан» и показывают время действий.